Запущенность нашего общества в смысле приверженности к правовым действиям и мышлению налицо. Антиценности и псевдоценности порой даже верховенствуют, и пути их преодоления не очень ясны. Провозгласили демократию, взяли некий старт в этом направлении, но пришли к расколу. Определенно важной консолидации общества и устойчивости политических институтов власти достичь не удается. Недавно в нашей передаче мы обсуждали интересные вопросы, связанные с нашим советским прошлым, с социалистической формацией. Теперь попробуем в общем поговорить об абхазской демократии или о демократии по-абхазски. Нас периодически штормит. Токсичность во внутриполитической коммуникации не уменьшается. Это издержки демократии, не выросшие из состояния полуфабриката. Если не демократия, то что же? Рецептов нет. Предлагаю всего лишь некоторые размышления. Как обломок советской державы и как независимое государство, Абхазия начинает свое свободное плавание в 90-х годах, в начале 90-х, в направлении становления как демократического и правового государства. Что у нас получилось? Где мы на этом пути? На протяжении уже 3 десяток лет мы находимся в свободном плавании Абхазии, если сравнивать с кораблем, независимом плавании. И в отличие от других народов Советского Союза, надо отметить, это очень существенный момент, то если кому независимость и свободу принесли на блюдечке, мы завоевали ее с оружием в руках. Это очень важный момент. Что касается строительства государства, или, как у нас зафиксировано в Конституции, суверенного, правового, демократического государства, то здесь у нас серьезные проблемы. Дело в том, что вот независимость, демократия сами по себе не имеют ценности. Ценности они приобретают претворением их в жизнь. То есть как государство на практике претворяет демократические суверенные принципы. В этом отношении мы, к сожалению, не можем похвастаться, свидетельство тому продолжающийся хронический кризис, социально-экономический, политический, культурный, кризис, охватывающий все сферы жизнедеятельности нашего общества. В принципе, сам образ корабля мне очень, честно говоря, действительно нравится. Если мы образно будем сравнивать, то мы, я бы так сказал, мы в свободном плавании независимы, но мы еще не завели мотор движения для двигателя, еще не завели. Мы даже еще не определили маршрут движения. Мы просто стоим. Можно сказать, что мы живем в стране стабильного хронического кризиса. У нас Конституция, очень хорошая Конституция. В нем заложены все демократические принципы вообще мирового стандарта. Законы наши тоже соответствуют мировым стандартам. То есть они нормальные законы. Но проблема в том, что они не действуют. То есть не действуют. То есть я думаю, что не секрет, да? Или хорошая конституция, но не действует. Я думаю, то есть у нас правовой нигилизм. Это, я думаю, что не секрет, всем известно, что. То есть, а там, где нет верховенства закона, нет равенства всех граждан перед законом, а когда закон действует выборочно, то есть точечно, да, там нет демократии. Я вообще уже не говорю о нашей политической культуре в Абхазии, которая деградируется с каждым часом, я бы сказал. Да? Это яркий пример нынешний наш парламент. Я вообще думаю, что если бы средневековый абхаз, который принимал участие в народных собраниях Абхазии, скажем, 17-18 века, если бы случайно попал бы на заседание нашего нынешнего парламента, он не понял, что он в Абхазии находится. Отсутствие элементарного навыка культуры общения. То есть культуры слушать друг друга. Это вообще это удивительно. Вообще, я думаю, что это очень такой пример упадка нашей политической культуры. Если вспоминать
то время и в каком положении Абхазия была в 1994 году. Первые послевоенные годы тяжелые. Тут, наверное, невозможно этот акт, да, принятия Конституции как бы разделить с тем контекстом, в котором она принималась. То я помню, какие тогда уже были некоторыми людьми, там, и Зураба Мачба, и рядом других людей, высказаны сомнения по поводу самой конструкции, которая заложена в эту Конституцию. Но тогда все же в подавляющем большинстве там, общественные и политические деятели и наше общество, в принципе, позитивно восприняло этот факт. И, наверное, свою роль эта Конституция уже сыграла. Но можно вспомнить, что многие говорили о переходном периоде, о том, что это Конституция переходного периода. Вот. И я считаю, что так оно и есть. То есть для того времени, возможно, этот документ был нужным. Но у меня сомнения по этому поводу. Почему? Потому что с годами мы все чаще, все больше обращаемся к изъянам этого документа и к тому, что какие издержки это несет для нашего общества. Как демократия на абхазской почве национальной или демократия по-абхазски, вот как она выглядит? Мне кажется, очень органично выглядит. У нас люди не боятся выходить и высказывать свое мнение, это неплохо. Может быть, плохо то, что у нас содержательно пока все то, что обсуждается, не того уровня, на который можно было бы рассчитывать, но это тоже, мне кажется, издержки роста. Если человек не боится в своей стране высказывать мнение, и это мнение влияет на волеизъявление людей, ну, так тому и быть. Сегодня мы выбираем одну власть, завтра другую, но у нас всегда есть шанс поправиться. А если мы будем говорить о каких-то жестких конструкциях, которые не предполагают смену власти демократическим путем, ну, давайте поразмышляем на эту тему. Смогли бы абхазы прожить, там, скажем, 30 лет при одном президенте? Очень сомневаюсь. При авторитаризме. Ну, это вот естественным образом мы видим ответ на этот вопрос. В нашем обществе, скажем, несложно представить сценарий там, Туркмении, да, Туркменистана. Вот очень сложно мне представить такой сценарий, либо сценарий каких-то азиатских таких откровенных деспотий. Вот. Наше общество, мне кажется, не примет подобную форму правления. А что еще, кроме, скажем, ну, если, опять же, если не демократия, если это не авторитарный режим без возможности смены власти демократическим путем посредством выборов, ну что это может быть? Однопартийная система какая-то? Как люди это себе представляют? Ну, я просто размышляю на эту тему, какие могут быть альтернативы. Какой-нибудь султанат или монархия, да? Ну, давайте представим, мы реально можем сегодня выбрать человека, и откуда его взять, где такого взять человека, который будет добрым, хорошим, всех устраивающим там, королем, царем, князем, владетельным. Это реально? Боюсь, что нет. Я понимаю, что эта система имеет издержки, но мы не особо сильно старались для того, чтобы перенастраивать эту систему. Ее же нужно настраивать, нужно что-то, вносить какие-то коррективы. Если мы видим явные издержки, то нужно вносить эти коррективы. И, кстати говоря, я бы не сказал, что до принятия Конституции в Абхазии, скажем, предвоенного периода, да, после распада Советского Союза или военного периода, когда у нас не было такой позиции, как президент, да, что у нас что эта система была менее демократичной. Если мы вспомним с вами заседание Верховного Совета, да, ну, наверное, молодые люди вряд ли вспомнят, но мы вот с собой наверняка можем вспомнить об этом. Как вызывались на ковер министры, как их отчитывали. Это было, кстати говоря, намного более демократично, чем
то, что мы имеем сегодня. Хотя эта система складывалась в условиях жесткого противостояния с грузинской фракцией, мы же это тоже помним. И эти предвоенные годы тяжелые, да, они очень были напряженными, но при всем при этом почему-то наше общество и тогда выбрало не авторитарный путь, а вполне себе Владислав Арцемба в роли, там, ну, я не знаю, больше, наверное, можно было эту позицию назвать спикером парламента, но у нас была фактически парламентская форма правления. Как сегодня выглядит абхазская демократия? Либо можно по-другому вопрос поставить, вот в свете того, что ты сказал. Вот если мы реализуем то, что ты говоришь, да, наши традиции, плюс наша Конституция с ее демократическими ценностями, и мы выйдем, наверное, к демократии именно по-абхазски или к абхазской демократии, или просто к демократии? К демократии выйдем, не то, что просто с абхазским лицом. То есть каждый народ, вот, допустим, возьмем, да, вот Франция чем отличается от Германии? Ну, у них что, вот это демократическое государство там и так далее, да, верховенство закона, все принципы работы, но они же отличаются. Они отличаются, потому что там немецкая культура, а там французская культура. Понимаете? Здесь должна быть абхазская культура. Вот чем будет отличаться наше государство от других государств. То есть абхазской государственностью. Вот чем оно должно отличаться. И абхазская демократия это не будет какой-то отдельный, демократ отдельно взятой страны. Это общие принципы будут. Но проявление их конкретно на практике это будет форма абхазская. Это будет уникальные, да, вот свойственные абхазскому народу, да, вот и все. Здесь никаких, я не думаю, здесь новое что-то выдумывать не надо. Это все народы так развивались, все народы. Я еще раз говорю, не бывает абстрактной демократии, не бывает абстрактного народа. Все конкретные. Я не скептически отношусь, просто это к вопросу о том, насколько все мы, живущие здесь, носители этого кода. Если мы носители этого кода, какую бы конституцию мы ни написали и не приняли, эта система ценностей будет присутствовать с нами. Но если у нас сегодня, да, узаконено воровство, например, это какое отношение к Апсуара имеет? Если у нас человек, который является коррумпированным чиновником, достойный гражданин нашего с вами общества, а все ему руку подают, и когда он приезжает там на какие-нибудь там фамильные мероприятия или там свадьбы, похороны и так далее, все ему выказывают уважение. Почему? Это имеет отношение к какой-то формуле, которая прописана там? Нет, я думаю. Ну, Апсуара тоже, скорее всего, в значительной степени переживает кризис вот в этих реалиях наших. Мы носители этого кодекса, да, там, то, что мы видим в жизни, да, к сожалению, не имеет ничего общего с тем, на что мы как бы ориентируемся. То есть мне кажется, что если, например, мы посмотрим на то, какие установки были раньше, да, ну не все они хорошие, наверное, ну, конечно, да, не нужно, все, да, не но все. большинство из них, скажем, то, что человек мог выйти, да, на сходе, любой человек, любой абхаз мог выйти и сказать свое слово, никто никому рты не затыкал, да? Разве это не как-то не соотносится, скажем, с демократией? Прекрасно соотносится. То есть, если мы посмотрим на то, как мы жили, там, конечно, в глубине веков можно найти кучу издержек, да? Ну, кровная месть, например. Разве же это хорошая традиция? И слава Богу, что она была когда-то прервана. Да? Но много было позитивного и хорошего. Ну, давайте это хорошее переносить в нашу современную жизнь. И если сегодня у нас есть узаконенное воровство, к сожалению, оно есть. Это по факту. Вот. Ну, давайте от этого отказываться, и, наверное, мы больше будем соответствовать этому кодексу.
Наука считает, что чтобы демократия состоялась, нужны условия определенные. Это и экономические, и политические, и прочее, прочее. У нас каковы вот эти исходные? Ну, в принципе, если вот мы скажем, что такое демократия, да, вот если там много определений, так, ну, если в двух словах говорить, это такой политический строй, в котором верховенство закона. Один из принципов важных. Важный, главный принцип. Да. То есть речь о чем идет, допустим? Право не в силе, а сила в праве. Наш народ, да, вот если мы берем западных путешественников, позднего средневекового, раньше не будем говорить, то есть они всегда, когда приходили, они удивлялись демократической организации нашей жизни, общества нашего абхазского народа. Просто возьмите, как восхищался Мачаваряне в начале 20 века демократическим образом жизни абхазского народа. Я посоветовал всем прочитать эту книгу «Путеводитель по Сухумскому округу Мачаваряне». Там четко, то есть это демократические принципы были заложены, очень четко были, они действовали. Но их можно и трактовать как важные стартовые возможности. Вопрос, вот, почему они сегодня в нашем государстве не действуют? Почему? Я думаю, что здесь один из главных вопросов, да, вот почему они не действуют, почему в таком мы состоянии находимся, то, что наши демократические традиции абхазского народа, государственные традиции абхазского народа не задействованы в нынешней государственной системе Республики Абхазия. Наши традиции находятся параллельно с государственной системой Республики Абхазия, Абхазским государством. То есть абхазские традиции, вековые государственные, народные, демократические традиции находятся вне системы абхазского государства. Наследником каких государственных традиций является нынешняя Республика Абхазия? Это не праздный вопрос, это не просто с научной точки зрения, но имеет очень важный ответ на этот вопрос. Очень важен. Без ответа на вопросы мы не сможем построить государство. А у вас есть ответ на этот вопрос? У меня есть этот ответ. Я писал об этом и 10 лет, и 20 лет назад. Ну, я коротко, если такое. Да? Для того, чтобы мы должны определить вот эти государственные традиции, по правоприменению, которое является, для того, чтобы мы должны определить основа идеологии независимости Абхазии, что является. То есть это система взглядов, идей, суждений, ценностей, навыков, да, которые формируют национальные интересы народа. Культурная основа, духовная основа нынешней республики, что является? Вообще кто-нибудь ставил такой вопрос? Мы не ставили вопрос, мы не отвечали на это. Историко-философское обоснование абхазской государственности. На эти вопросы мы можем ответить только тогда, когда мы ответим правопреемникам, каких государственных традиций мы являемся. Априори, как сегодня у нас считается, априори, по умолчанию мы считаем, что мы являемся продолжателем, правопреемником советской абхазской государственности, то есть Советской автономной республики. И это так и продолжается, так и есть, что я считаю грубейшей ошибкой, вообще с точки зрения социологии, вообще с научной точки зрения, это является грубейшей ошибкой, которая мешает нам развитию, пониманию, логику событий, которые происходят сегодня. Вот когда говорят, ну, допустим, советское государство не являлось абхазским государством, это не значит, что мы отрицаем советский период истории абхазского. Это часть нашей истории. Это история, там были и плохое, там были хорошие достижения абхазского народа. Никто не отрицает. Но это не было абхазской государственностью. Можно привести десятки доводов, фактов. Я могу привести, просто приведу только один, чтобы показать, что это не может быть абхазской государственностью. Главная цель советской власти, которая отражена во всех программных документах, съездов, народных депутатов, съездов коммунистической партии, это создание единого советского народа путем ассимиляции всех народов
создание какого-то суррогатного советского народа. Интернациональной общности. Да, не просто это один народ создается. То есть что делается? То есть если мы берем автономные, там, союзные, да, абхазский народ должен был ассимилироваться с грузинами, с русскими и создаться русскоязычный, не русский народ, не русский, отдельно суррогатный народ, но русскоязычный народ, Советский Союз. Получается, что абхазская государственность... У Гумилева было понятие суперэтнос. Цель абхазской государственности получается, что ассимиляция и уничтожение абхазского народа. Сегодня в культурную основу абхазского какие традиции закладываются? Каждый год, каждые полгода какие-то новые, значит, традиции суррогатные закладываются, но не абхазские. Да? То есть у нас, ну, в принципе, сейчас если мы еще лет 10-20 вот так будем идти, как сегодня идем, у нас будет новый род действительно, но не абхазский народ. Или мы начинаем восстанавливать многовековую абхазскую государственность, утерянную, в 1864 году, и абхазские демократические традиции, многовековые демократические традиции, и начинаем восстанавливать абхазское государство. Где в равных условиях должны находиться, будут в равных условиях находиться все граждане, независимо от этнической, там, религиозной, социальной принадлежности и так далее. Да? То есть сегодня, пока у нас еще такие условия есть, сегодня. Здесь очень сложно вот так вот в двух словах понять. Вот, Я и говорю, то, что это вы очень сложно понять. Вот, в таком случае скажите, нации строительства, есть же такое понятие. Как вы к этому относитесь? И Хорошо. какое это имеет отношение Хорошо. к тому, что вы говорите? Хорошо. Нации строительства. Да. Всегда на определенном этапе развития этноса, народа происходит нация строительства. То есть абхазская нация, она уже сформировалась. Для чего вообще мы строили государство? Для чего? Для того, чтобы раскрыть потенциал абхазского народа. Как можно раскрыть потенциал, не используя структуру этого общества, систему мышления, систему мировоззрения, систему поведения, чтобы эти все принципы, если они не вошли в структуру государства, если не вошли, каким образом он раскроет? Это в стороне осталось. Государственная система, как шло, какие-то законы и так далее, остались в стороне. За последние 800 лет на Абхазии правила одна династия чачмовцев. Покажите мне народы, которые имеют такую государственность. По пальцам можно в мире пересчитать. То есть это наша государственность. Когда говорят обычно, писанных законов не было. Извините меня, пожалуйста. Давайте возьмем Англию. В Англии конституции, как в классическом понятии, нету. У них очень много законов неписанных. Все опирается на традиции. Мы можем считать, Англия имеет государственность, имела государственность, или можем считать Англию государством? Это писанные, неписанные, это оговорки. Наша государственность, мы ее потеряли. 1864. Начали ее восстанавливать в 17-18 году. Процесс восстановления пошел. Ну, тогда грузинские меньшевики оккупировали, прекратили. Потом борьба была за восстановление абхазской государственности. Но в 21 году, вот раз это все, они боролись не за советскую власть, а за восстановление независимой абхазской государственности. Ну, была установлена советская власть. И в 1993 году мы освободились. Иначе мы вместо того, чтобы начать восстанавливать строительство, абхазскую государственность, мы продолжили традиции Советской автономной республики. Это является сегодня препятствием. Конституция 1994 года, это что за конституция? Конституции не отражена. Не отражены абхазские демократические традиции, абхазские демократические институты, они не отражены. Они сделаны на уровне международных стандартов. В самом начале вы сказали, что Конституция, она очень хорошая. Хорошая в демократическом смысле. Чтобы более понятно было, давай сравним вот такой принцип замка. Дверные замки, ну или машинные замки, допустим. Замок закрывается, открывается ключом. Это универсальный принцип для всех дверей, где бы они ни находились. Да? Но
можно открыть замок ключом другого замка. Каждый замок имеет свой ключ. Каждый замок. Если это, да, и так тоже, да, вот каждый, в этом то же самое. Мы, например, сегодня для того, чтобы строить государство, открыть замок для строительства государства, ищем в своих соседей ключи для того, чтобы открыть. А это ключи у нас находится. Это ключ называется просто абсуар. Наши народные демократические традиции. Для всего нужен какой-то срок. Для страны, для государства, мне кажется, это такой малый срок, в котором мы существуем в независимом таком состоянии, имея в виду, что Абхазия была частью Советской империи, да, имея в виду, что это была совсем другая система координат, да, то мы свое независимое движение начали совсем недавно. Я думаю, по меркам мировой истории это совсем ничего. И предположить, что все гладко будет, и мы быстро могли бы... Ну, у нас были такие иллюзии, но и наверняка мы могли бы намного эффективнее и быстрее развиваться, и меньше издержек иметь, но история не знает сослагательного наклонения, есть как есть, да, и мы сегодня наверняка можем видеть, что, ну, та система госуправления, которая у нас есть, она требует изменения. И если мы говорим о существующей демократической системе, что хорошо в этой Конституции, это то, что там продекларированы такие важные моменты, как человеческие права. Да? Права и свободы. Да, права и свободы. Это основополагающие вещи. И приверженность, значит, республиканской форме правления, да, приверженность формуле разделения властей. Другой вопрос, что декларировано там много. Но по факту случилось ли это, скажем, реальное разделение властей? К сожалению, у нас с этим большой перекос, у нас большой дисбаланс. И мы можем попытаться найти новый баланс вот этих ветвей власти, попытаться что-то перенастроить. Я не думаю, что от этого нам будет хуже жить. То есть сказать, что сегодняшняя наша жизнь прямо настолько хорошая, что нам сложно что-то тронуть в этой конструкции, нельзя. К большому сожалению, огромные издержки связаны с тем, что единолично принимаются решения людьми. Да, людьми, которые там на разных чиновничьих должностях, они не привязаны ни к какой системе отбора. Да? То есть, если я чиновник, я принимаю единоличное решение, и будьте добры согласиться с тем, что я это сделал верно. Ну, нравится, не нравится, ваше дело. И так у нас устроено, ведь не только президент может принимать единоличные решения. Единоличные решения может принимать любой глава района. Кому он что обязан объяснять? Никому. А глава департамента какого-нибудь, министерства, понимаете? И это порочный круг. Нельзя таким образом выстраивать систему. Нужно думать о том, как поставить под контроль, например, чиновников. Как сделать так, чтобы единоличные решения ушли в прошлое, даже если они сегодня по Конституции как бы предполагаются, ну вот скажем, в позиции президента, да, то есть президент никому ничего не должен в нашей стране объяснять, по большому счету. То есть в Конституции написано, президент определяет внешнюю и внутреннюю политику страны. Точка. Все. Там мы можем сколько угодно там по этому поводу сокрушаться, но если человек избран президентом, у него почти царская власть в нашей стране. Но посмотрите, вот, скажем, в нашей ситуации, при нашей Конституции, ну да, у президента много полномочий, но даже те полномочия, которые есть у парламента, они позволяют парламенту, в зависимости от того, какой все-таки там состав, да, оппозиционный, провластный и так далее. Если оппозиционный состав доминирует в парламенте, да, в законодательной власти, тогда парламент может торпедировать даже самые хорошие начинания президента, его законопроекты. А тогда как? Мы не обезличим власть президента, если пойдем
по пути вот такого серьезного, радикального перераспределения полномочий? Мне кажется, что никто в нашем политическом дискурсе не присутствует такая форма, скажем, никто не озвучивает ее, как возможный переход, да, парламентской формы правления. Ведь все говорят о перенастройке. И а какие полномочия сегодня у парламента? Давайте мы с вами посмотрим. То есть я часто слышу вот этот посыл, что типа у парламента достаточно полномочий. А мне интересно понять, что люди, которые считают, что у парламента сегодня достаточно полномочий, что они имеют в виду? То есть парламент может бойкотировать что-то? Очень сомневаюсь. Ну, парламент не примет какой-то закон, предположим. А кто отменял указы президента и постановления правительства? Все то, что не регулируется законом, регулируется подзаконными актами вот конкретных людей. И так мы живем уже долгие годы. Возможно конвергенция Апсура и демократии? Апсура – это и есть демократия. Апсура – демократия, что такое? Это народовластие. Это очень все те принципы, демократические принципы, да возьмите Билл о правах человека, все эти принципы, они заложены в Апсуре. Даже больше в Апсуре, чем в демократических, международно признанных демократических принципах. Апсур – это и есть демократия. И демократический институт, они составная часть Апсура. Апсур – это емкое понятие, там много определений. Ну, я бы так сказал, да, Апсур – это таинство бытия абхазского народа. Ключ к его возрождению. Да? Ну вот в наш век такие рекомендации могут показаться архаичными, да? Но мы-то никуда не можем деться если это способ мышления, от собственного характера. Мы можем куда-то это деться. не способ мышления еще. Это не только способ мышления, это способ, это объемное, все она охватывает. И способ мышления, и способ поведения, да, и мировоззрение, она проявляется в экономике, в политике, в культуре, в духовности. Вот духовность – это абхазская религия, это столб Апсура. Вот тысячелетнее то, что Аныхал, то, что мы имеем. Вот вырвы это Аныхал, абхазскую религию. Апсура все исчезнет. Это моменты, такие вопросы, которые сегодня назрела необходимость обсуждать, потому что они существовали, но они действовали. Но сегодня мы видим, что они не действуют. Вместо них приходят, пытаются заменить их суррогатами соседних народов. Понимаете? Вот что происходит. То есть у нас сегодня идет ассимиляция, когда происходит культурная ассимиляция, не только языковая ассимиляция, культурная, там, политическая, вот ассимиляция полностью происходит. Ну, Гурам, вот согласна, но элита наша, ну, научная, да, элита, творческая элита, она может предложить конкретные формулы, потому что вот говорить, что вот власть этого не учитывает, мы вот инерционно идем, мы чувствуем себя как бы продолжателями или преемниками там советской абхазской государственности, непонятно и так далее, да? А формулу какую-то конкретную, более детализированную, да, вот предложить той же власти, да, политическому классу как-то предложить, обсудить и для того, чтобы дальше ввести. Есть такая возможность у нашей элиты? Есть кто это может сказать? Вот я могу сказать, что вот на протяжении уже 10-15 лет мы предлагали, писали записки. Но что интересно, до прихода к власти та или иная группа до прихода к власти воспринимала, но как только эта группа приходила к власти, она просто забывала это. На практике, чтобы провести вот это, то, что я говорю, очень легко и трудно. Нужно иметь желание, политическое воля, и главное, понимание, что это такое. Нам не нужно принимать, вот создавая государство, принимать у соседних народов и так далее, соответствующие их демократическим традициям законы принимать. Нам надо открывать законы, которые соответствуют нашему социальному устройству, экономическим отношениям, типам отношений, да, нашему мировоззрению, система мышления, система поведения,
традициям и обычаям. Вот эти законы, абхазские традиции должны быть составной частью в этом законодательной базе. Да? Это обязательно надо будет делать. Если мы это не сделаем, мы не построим абхазское государство. И когда я говорю абхазское государство, это не этническое государство, это национальное государство. Это для граждан всей Абхазии. Второй этап – это политическая, экономическая и культурная интеграция всего населения Абхазии в абхазское государство. Но в основе это будет абхазская культура. Понимаете, о чем речь? Где каждый человек, независимо от этнической, религиозной, там, социальной, я не знаю, иной принадлежности, будет обладать равными правами перед законом. Вот эта интеграция, единая интеграция, вот это и есть формирование нового качества. Нового качества. Не новый народ, а новое качество формирования гражданского общества. Мы можем говорить о том, что у нас политическая интеграция есть. Нет, экономическая интеграция. Абхазия разорвана. У нас вообще внутреннего рынка нет, о чем вы говорите. Но это еще раньше это было, да? Но сегодня самое главное условие становления независимого государства – это свое собственное информационное поле. Без информационного поля собственного не можем мы построить государство. Второе – финансовое поле. Финансы. Это просто не бывает. В современном мире независимое государство, то есть мы будем обманывать себя. Финансовое поле. У нас рубли действуют. На основании какого закона они действуют? По большому счету, рубли у нас на территории Абхазии действуют нелегально. У нас нет договора с Россией. То есть это две пути можно делать. Допустим, один, мы договариваемся с Российской Федерацией о том, что они здесь делают эмиссионный центр, что вот в этом году какое-то количество Абхазии нужны деньги. И мы здесь делаем эмиссию этих денег. Или второе, эмиссию мы не делаем, но Россия на 1 год, допустим, там количество каких-то рублевых зон передает сюда. То есть мы договариваем, но у нас этого тоже нет. Просто нужно не жить там двойной, тройной моралью, да, и начать говорить правду себе самим. Да. Если мы сами, то есть если я хочу изменить весь мир, это, конечно, пафосно звучит, но лучше начни с себя. Вот я хочу изменить, насколько я хочу сам измениться, насколько я хочу сам что-то улучшить в себе. Да? Ну, я думаю, что каждый пусть эти вопросы себе задаст. И что касается политической элите нужно даже те законы, которые уже у нас написаны, да, если бы эти законы выполнялись, если бы мы как общество заставляли политиков, я все же не верю в то, что там у нас вот политическая элита может нас всех спасти. Политическая элита – это слепок наш. Да, они тут откуда... еще есть проблема качества этой элиты. Ну, качество, да, но они такие, я не думаю, что они сильно отличаются от нас. Ну, вот я так не думаю, на самом деле. Какое общество, такая элита? Ну, к сожалению, это так и есть. И если мы хотим меняться, ну давайте вместе думать о том, как меняться. Но с другой стороны, чем больше спроса, понимаете, и опять же, это к вопросу о конкретных механизмах перенастройки. Я лично убежденный сторонник того, что у нас колоссальный потенциал в сфере местного самоуправления. Вот если мы сможем переформатировать что-то в этом направлении, то у нас люди будут не просто созерцать со стороны, да, там, сидя на диване, и вот мы сегодня пошли, там, на 5 лет выбрали президента, и теперь он наш очередной мессия. Он должен будет все в стране поправить. Но так не работает нигде в мире. Нигде в мире так не работает, что президент приходил там и в подъезде там вкручивал лампочку или занимался там, следил за тем, как убирается мусор, там, скажем, на той или иной улице, да, или в том или ином доме. Это все к вопросу о том, насколько мы сами организованы на вот этом низовом уровне. То есть можно сказать, что на многие вопросы можно было бы по-другому на них смотреть, и качество гражданина у нас бы сильно повысилось. Когда человек отвечает за свою улицу, за свой дом и участвует вот в таких простых, совершенно вот несложных вещах,
тогда у него повышается планка требований к политикам. Куда ни посмотри, любые проблемы у нас в таком запущенном состоянии, что эти ответственные... Ну, то есть же такая формула, типа, это ответственный чиновник, он сидит на ответственной должности, значит, он все знает. Ну, или почти все знает об этом, да, он типа профессионал. У нас так не работает, потому что мы ничего от этих людей не требуем. И у нас получается, что свалки, которыми никто 30 лет не занимается, да, они приходят конкретно в дома людей. И это приводит к кризису. Сейчас у нас кризис майнинга и энергосистемы. Ну, извините, если бы люди, которые этим занимались, причем при разных властях, то есть здесь тоже же есть определенная проблема в нашем обществе, что у нас есть люди, для которых пришел их президент условный, все хорошо, солнце ярче светит, проблем нет никаких. Пришел не их президент, с завтрашнего дня в этой стране все плохо. Я такой формулы не понимаю. То есть мы реально при каждой власти откладывали какие-то проблемы. И эти проблемы нас сегодня догнали. Просто они догнали. У нас был советский багаж. Накопительный эффект, конечно, как говорят. Да. Конечно. У нас был советский багаж, мы его протрынкали за 30 лет, но он же не может быть бесконечным, в том числе и в людях, да, о которых вот ты как раз вспоминала. Эти специалисты, они же тоже не вечные. И школу эту нужно там в любой сфере, в любой области нужно поддерживать. А если преемственности нет, то ни к чему хорошему это не приводит. И мы возвращаемся к теме реформ. И не только Конституцию нужно нам реформировать. Да? И, ну, просто у нас такое общество, я не знаю, с чем это связано, что мы очень консервативны. Мы такие гиперконсерваторы, мы ничего не хотим менять. И мы цепляемся за вот архаику, я не понимаю почему. Я не понимаю почему. То есть, если это речь идет там об отправлении какого-то культа, я могу понять. Но если речь идет о государственном управлении, там, я не знаю, и об управлении в любой другой сфере, то я не понимаю, если у тебя это не работает, меняй это, перенастраивай, не бойся перемен. Но мы очень боимся перемен. Маленькая страна, при том, что, опять же, можно понять, что я мог бы понять, если это огромная страна, как вот Россия, например, где колоссальная инерция. И для того, чтобы какой-то процесс запустить, вот давайте представим на минутку, там, скажем, любая реформа в любой сфере. Это сколько десятков тысяч людей нужно поднять, нужно переобучить, нужно синхронизировать эти процессы. Да? То есть от Владивостока и до Калининграда. Полмира. А Абхазия, давайте посмотрим на Абхазию. Но это смешно, когда мы годами обсуждаем простые вещи, которые требуют, я не знаю, там, полугода усилий, там, вот, считанных месяцев усилий для того, чтобы добиться результата. Наше общество, оно маленькое. И в этом обстоятельстве может быть заложена хрупкость внутриполитического мира, потому что нас постоянно штормит. Мы часто оказываемся в условиях противостояния, политической дестабилизации и так далее. Имеет значение, что вот именно мы небольшое общество? Ну, на мой взгляд, от количества народа, там 100 миллионов или миллиарды или 100 тысячные, на всех них действуют одни и те же закономерности, одни и те же законы. То есть нет законы для развития для маленького народа, для большого народа. Законы общие развития. Да, это хрупкое. То есть общество наше очень хрупкое, потому что здесь имеются свои большие преимущества. То есть в чем они? И в чем они преимущества? В чем они заключаются? Мы все друг друга знаем. Понимаете? Власть очень приближена к народу. То есть оторванности власти от народа здесь очень сложно, очень сложно. То есть мы всех друг друга знаем, все друг друга родственники, есть свои преимущества. Когда они сегодня не действуют, мы уже, вот, допустим, нельзя, мы у нас очень путаем фамильные отношения, да, клановые отношения, это разные понятия. Клан, когда говорим мы клан, там уже коррупционные схемы, там какие-то мафиозные, какие-то группировки. А фамильные, это род, это
на всех протяжении истории абхазского народа существовала и будет еще существовать. То есть это ажлар. Это, и очень часто, в общем, есть в науке такое, что, допустим, когда государство создается, родоплеменные отношения уничтожаются. Нет, это неверно. При создании и формировании государства родоплеменные остаются, просто они отходят на второй план, но свою роль всегда выполняют. Когда государство теряется, допустим, государство можно построить, но можно ее и потерять. Тогда на первый план выходит именно вот это родоплеменные, народная демократия, вот это все, то, что остается, да, и они регулируют жизнь народа. И в этом отношении сегодня, почему вот это хрупкое, почему вот это противостояние, что это такие кризисные и так далее, потому что, вот еще раз говорю, еще раз повторяю, что параллельное сосуществование вот этих понятий, да, народной демократии, там вот это значение фамильных сходов, народных сходов с государственной системой. И то, что мы когда вот делаем, у нас создавались, да, народные сходы, это, конечно, не народные сходы мы делали. Это как бы мы наши традиции приравнивали к существующей государственной системе, а не наоборот. Нам нужно наоборот делать, чтобы раскрыть свой потенциал. А мы свои традиции приравняли потребностям государственной системы, которая существует. А нам нужно государственную систему приравнять потребностям наших традиционных институтов, наших государственных традиций. Мы не рискуем быть или оставаться патриархальным обществом. А мы не в патриархальном обществе. Почему? Кто сказал, что Наши соседи, кстати говоря, очень часто подчеркивают, что наше общество патриархальное. Ира, для наших соседей мы вообще не существуем. Наши соседи мало что они говорят, просто главное то, что мы о себе думаем, то, что мы говорим о себе, каковы мы себя считаем. Патриархальное общество мы уже перешли, уже где-то 1500–2000 лет назад. Мы не патриархальное общество, мы не родоплеменное общество. Абхазский народ сформировался 1500 лет назад. Мне кажется, что отдельные ценности патриархального общества, они, наверное, даже полезны. А не то, что они существуют. Я же сказал, что вот это ценности, институты родоплеменные, они постоянно, до сих пор существуют и будут существовать еще, пока будет существовать абхазский народ. Это структура нашего общества. Мы не можем, как только мы откажемся от... Хотя у нас сегодня начинается вот, пренебрежительное отношение, непонимание этого. Это все в комплексе идет, то, что у нас идет. Ну, например, я вижу, вот как я смотрю, я говорю, то, что мне кажется, что мы ускоренным темпом идем к ассимиляции. Ну, то, что у нас многие процессы со знаком минус, это очевидно. Да. Но, с другой стороны, если ты не развиваешься, ну, то есть, если нет развития, то на месте оставаться на какой-то точке, да, заморозить эту ситуацию и там быть не получится. Это всегда приведет к деградации. Слава Чирикова, вот наш друг, он как-то писал, что в маленьком обществе очень легко нарушить или разрушить вот, баланс, равновесие в обществе. Но он уже разрушен. Куда ни посмотри, везде требуется перенастройка. Если что-то хорошо работает, ну вот я, например, руководитель организации, да, и долгие годы, уже там четверть века, работаю с конкретными людьми, и там, пусть небольшой, но коллектив. Всегда у меня проблема, когда что-то хорошо работает, да, какое-то направление, очень сложно принять решение, чтобы что-то улучшить. Но это факт, да, вот я как практикующий менеджер наверняка могу сказать, что то, что хорошо работает, сложно решиться, это еще улучшить, как бы еще больше, да. Но то, что не работает, мне не жалко улучшать. То есть оно и так не работает. Вы меня извините, но это получается так, что кошка, ну, не ловит там мышей, она не ловит. Но нужно делать все для того, чтобы это работало. У нас не работает. Вот то, что выше вы назвали вот, консерватизмом, да, вот, я, может быть, назвала бы еще по-другому, безинициативностью. У нас везде, вот
очень мало вот инициативы. Молодые ребята приезжают, полные сил, но потом они сталкиваются с чем? С тем, что их инициатива никому не нужна. Понимаешь, здесь, Ира, как бы это палка о двух концах. Наша система не предполагает дать возможность молодому человеку проявить себя. Нам нужно делать так, чтобы действительно молодые люди получали возможность что-то реализовать. Вот, кстати говоря, сейчас проходят там конкурсы, какие-то там благоустройства там, площади Сергея Васильевича Багапша, еще что-то. И посмотрите, как люди проявляют себя. Я понимаю, что там сейчас многие скажут, о чем ты говоришь, там скандалы и так далее. А на деле, вот если мы посмотрим на перспективу, то людям-то это интересно. Люди готовы живо реагировать. И посмотрите, сколько людей там, скажем, голосуют за тот или иной проект. Я понимаю, что-то может нравиться, что-то нет. Организовано, может быть, не может быть, ну вот, на мой взгляд, не совсем правильно. Но это лучше, чем ничего. То есть это, это говорит о том, что молодые ребята, студенты, там, архитекторы, проектировщики, дизайнеры, они участвуют в этом процессе. Но если ты им даешь шанс себя выразить, проявить себя, то они проявят. Но если ты не даешь этого шанса, а во многих сферах мы не даем даже малейшего шанса молодым людям себя проявить. Политики то и дело высказываются по поводу того, что причиной многих проблем в обществе политических процессов является то, что у нас форма правления президентская. И есть сторонники трансформации президентской республики в либо смешанную, либо в парламентскую. У вас есть точка зрения по этому поводу? Я считаю, что обсуждение этого вопроса вообще преждевременно. То есть президентская власть, президентская парламентская, да парламентская власть – это не то, что второстепенно, пятой степени находится сегодня задача. То есть это форма власти, это структура власти. Да? Но для того, чтобы она должна соответствовать цели и задаче народа. Содержание государства. Вот это нужно, его мировоззрению, да, этого государства, идеология этого государства. Мы же не говорим, вообще у нас само понятие государственной идеологии у нас выпало из лексикона, нету ее. Но государство не бывает без идеологии. Когда мы говорим государственная идеология, нету тоже неправильно. Идеология вообще ничего природа не терпит пустоты, да? Она заполнена другими идеологиями соседних стран. То, что у нас сегодня происходит. У нас нет своей идеологии, но она заполняется суррогатами различных идеологий. Общей тоже идеологии тоже нет. Но те чиновники, люди, власти, которые приходят, они должны знать, что они хотят, что они строят, какое государство строят. Если они этого не знают, хоть ты делай президентскую, хоть парламентскую, хоть президентским суд, ничего не меняется. Я просто никогда не считал, что мы можем сразу от президентской формы правления перейти к парламентской. Я так не считал никогда, поэтому мне сложно обсуждать чужие идеи. Да, я слышал, скажем, тот же Сергей Шамба недавно вспоминал там в интервью, что он когда-то был сторонником перехода на парламентскую форму правления, но сейчас он считает, что нам нужно перенастраивать систему. Как я понял его мысль, не могу сейчас точно вспомнить его слова, что он больше за смешанную форму. Да? Но в любом случае он за то, чтобы разгрузить позицию президента. И я считаю, что это нормально. И в этом ключе, в принципе, мне кажется, у нас есть уже давно созрел такой консенсус. Вот наша политическая традиция, она приводит к тому, что существующая система, которая, возможно, в другой какой-нибудь стране выглядела бы по-другому. И это, кстати говоря, тоже отсыл к тому, что когда нам говорят, там, скажем, вот демократия, это что-то придуманное там на Западе и так далее, и так далее. Демократии все разные. Не все со своим лицом, потому что народы разные, общества разные, традиции разные, исторический посыл какой-то разный.
Соответственно, ну да, в том числе и географические условия, да много чего, я думаю, влияет на это. И как бы мы ни хотели, как бы мы ни старались, скажем, какую-то кальку снять с любой страны в мире, но у нас не получится. У нас все равно будет абхазская демократия со своими нюансами, да, со своими подходами. И никуда от этого не деться, ну, потому что мы здесь и сейчас живущие, вот у нас такая культура, такие традиции. Сменяемость власти. Мы же понимаем, что очень многие и сложные для преодоления проблемы у нас проявились в связи именно со сменой власти, да, вот в начале, значит, в нулевых годах. Есть ли в таком случае вот перспектива у института выборов в Абхазии? Если вот так вот каждый раз в связи с выборами или после выборов нас вот так вот все время трясет? Вот есть принцип, когда вот народные собрания, абхазские народные собрания делали, но мы можем так, да, вот есть какие остались источники о том, как это они делали. Допустим, да, вот, честно говоря, вот, это вот как делали выбирали народное собрание позднее, в Средневековье, я вот сейчас не знаю, как раньше, у нас просто источников не осталось. Она, кстати, похожа. Американская система там, да, многоступенчатая, у нас тоже такое, кстати, было. Вот, допустим, территориальные общины, там они выбирали 5 человек, потом из 5 троих, из троих там один пошел туда. То есть вот эта система, там учитывалась и фамильная, и общинная, территориальная, все это учитывалось. Это можно возобновить. В принципе, я смотрел, как это делается. Это можно возобновить. Но я думаю, что представители интеллигенции, которые в Абхазии всегда решали больше, чем власть, было же такое время, когда наша абхазская интеллигенция решала больше, чем власть, особенно в советские времена. Теперь вряд ли представители интеллигенции вообще попадут в парламент. Я тоже так думаю, потому что все-таки у нас уже вот события, ну, последние десятилетия, я бы скажем, тогда общественное мнение, которое играло в Абхазии очень важную роль, на нуле. Слово интеллигенции на нуле. Это очень такой момент, мы переживаем очень серьезный период. Очень кардинальные вещи надо принимать. Не революционные, а то есть осознанные вещи надо сегодня предпринимать, чтобы выйти из этой ситуации. Мы идем по наклонной плоскости. Просто мы не можем, я еще раз говорю, мы не должны обманывать себя, мы не должны врать, мы должны честно признаться себе, в какой ситуации мы находимся, и начать найти пути выхода из этой ситуации. Но создается такое ощущение, что глобальные наши проблемы, они остаются вот как бы рядом, нерешенными, а мы вот какими-то внутренними разборками занимаемся, абсолютно думаем, согласен. что играем прямо в такую большую серьезную политику. Все правильно. И все отвлекаются на это. Все правильно, абсолютно согласен. Да. У нас потенциал есть, научный потенциал есть, у нас целая академия, там, университет, все это есть. Просто государство перед ним должно быть поставлена задача. Мы, вот, как я говорю, что мы продолжаем советскую систему, традиции советской абхазской государственности. По этой инерции у нас и наука тоже идет. То есть мы создаем какие-то планы, там каждый себе создает планы, там общие планы, потом дальше работаем. Но мы должны сегодня все свои усилия направить на, допустим, те первоочередные задачи, которые необходимы строительству абхазского государства, для заложения фундамента абхазского государства. Вся научное сообщество должна работать на это. Особенно гуманитарии сегодня должны прийти в парламент для того, чтобы привести в соответствие наши народные традиционные институты, привести в соответствие с международными стандартами, законы, привести их в законы, ввести, значит, в законодательную базу Республики Абхазия. Ну давайте мы возьмем и отнимем у человека, у гражданина нашей страны, право выбирать себе власть на разных уровнях. А что взамен? Но мы справимся. Институт выборов будет работать? У вас есть какой-то уже работает, мне кажется, оптимистический прогноз? Нет, электоральная демократия у нас явно состоялась. Она имеет свои издержки, безусловно, и она тоже требует перенастройки, но
никто, мне кажется, даже наши недруги не могут отрицать того, что мы реально имеем электоральную демократию. Мы ходим на выборы, выбираем президента, парламент, местную власть. Ну а дальше вот смотрите, вот один американский политолог сказал, что демократия — это политическая система, при которой действующие политики проигрывают выборы. Да. Проиграли выборы. Вот совсем недавно были выборы. Да. И что сейчас? Опять страну трясет? Ну, это издержки роста, ничего страшного. Ну, страну трясет, да, но здесь тоже вопрос, насколько то, что мы имеем, содержательно нас устраивает. Что касается формальной стороны вопроса, да, мы выбираем. Но что касается содержательной стороны, меня лично как гражданина не устраивает качество политической элиты, неважно, она там находится во власти или в оппозиции. Мне вообще без разницы. Вот. И в этом смысле, ну, значит, нам, как гражданам этой страны, нужно повышать планку. Мы должны созреть до того, чтобы больше требовать от этих ребят, которые попадают на ответственные должности. Нужно, чтобы в парламенте играли политические платформы, да, роль. Что вы думаете о политических партиях? Хотелось бы вот именно в этой связи, потому что во многом то, что у нас выборы вот именно вот так вот штормят все время, связываю со слабостью партий в Абхазии. Но мы не даем шанса им развиваться. Мы не даем шанса политическим платформам развиваться в полноценные политические партии, которые бы не от выборов к выборам, а на длинные дистанции играли. Вот в чем проблема. То есть, когда мы сегодня говорим с вами о том, что ну, эти партии, вот они такие, безусловно, они никакие. То есть многие из них это пародия на партию. Но что мы сделали для того, чтобы эти партии развивались? Какие-то, любые партии, любые политические платформы. То есть, условно говоря, мы с вами берем саженец, значит, сажаем в бетон и говорим расти. Но не будет расти в бетоне этот саженец. Мы должны создать условия, удобрить почву и так далее. Мы должны сделать так, чтобы перенастроить. Имеется в виду, какая почва, например, законодательная? Да. Ну, имеется в виду, например, возможность выбора по партийным спискам. Ну, хотя бы смешанную систему ввести. То есть избирательную систему? Конечно. Ну, то есть, чтобы привлечь больше внимания к этой проблеме, чтобы командами люди могли наконец играть в парламенте. То есть, чтобы у нас появились фракции, депутатские группы, которые у нас до войны, кстати, были, но понятно, что это был плод как бы противостояния и так далее, но это все было. То есть, когда я понимаю, что не нужно всем депутатам быть яркими спикерами, да? Но если, скажем, это депутатская фракция, там 5, 7, 10 человек какая-то, предположим, ну, давайте пофантазируем, то у этой фракции может быть 1-2 ярких спикера, которые должны выражать мнение всей этой фракции. И тогда у нас не будет болота депутатского в парламенте. А как у нас обычно происходит? Я вот помню, там дебатируем мы что-то, да, вот я депутатом был, там бьемся за какой-то вопрос. А потом большинство просто люди, которые вообще рта не открывали. Причем за годы там нахождения я могу сказать, что многих своих коллег я даже не могу знать, что у них в голове было. Ну вот просто реально не могу. Со мной тоже было самое. Я хотела вообще услышать, вот вообще эти люди разговаривают или нет. Ну вот и раз. Поэтому это вот издержки существующей системы. Когда есть это болото. Вообще, кстати говоря, депутаты, которые не разговорчивы абсолютно, да. Они... Но зато они правильно голосуют. Это не одноразовые депутаты, они уже несколько созывов, кстати говоря, сидят в парламенте. Ну, предположим, 2 созыва, 3 созыва, но никакой истории за этим нет. Все же страна не может жить промежутками в 5, 10, 15 лет или 20 даже. То есть, если, например, какая-то партия дорожит своим именем, и эта партия там имеет свой электорат, да, ну, значит, ей всегда могут вспомнить.
И то же самое касается, например, выборов. Вот все силы эти выдвигают, вот выплевывают наверх этого человека, который занимает президентский пост. Дальше что? Дальше этому президенту никакие эти силы не нужны. Ну вот просто не нужны. И он просто вот их как груз такой отстегивает и говорит: нет, ребят, теперь я уже здесь рулю, вы мне не нужны. А давайте представим себе, что этот человек был бы привязан, там, скажем, в своей власти, да, к большинству в парламенте. Это же намного более устойчивая система. Мы же говорим сегодня, что наша система существующая, она неустойчивая. Она неустойчивая, потому что сложно представить себе, что какой-то президент у нас имел больше 50% голосов. Если мы посмотрим первый тур любых выборов, ну, люди набирают там 20, 25, 30%, 35%, да, что прямо не видно. И это нормально. А потом они с кем-то объединяются, какие-то коалиции происходят, но они происходят кулуарно, они происходят вот путем вот этой подковерной возни. И мы наверняка можем видеть, что с годами это все становится все более циничным, этот торг становится. Вот. И часто люди, которые проклинают друг друга, потом, когда возникают там перспективы каких-то альянсов, прекрасно садятся за стол переговоров и тихо, спокойно, не публично обсуждают там разные конфигурации, как им сохранить себя у власти. К сожалению, это все часть нашей политической культуры или бескультурья, как угодно назовите. А если мы говорим о том, чтобы сделать парламент полноценным политическим органом, да, он сегодня играет эту роль во времена кризисов. Вот давайте вспомним, каждый кризис, как бы ни относиться к каждому конкретному парламенту, но всегда возникает, когда возникает проблема в легитимности одного конкретного человека, президента, мы всегда обращаем внимание на этот коллективный орган. Да, и там ищем стабильности, да, там ищем некую опору для разрешения жесткого политического кризиса. Это факт. Да. Это факт. Да. То есть, опять же, принимаю все эти как бы моменты, связанные с несовершенством существующих парламентов, и я в таком был, и ныне действующий, и до этого предыдущий. То есть любой парламент можно обвинить в этом, но так или иначе этот институт нужно развивать. Нужно наполнить его реальным содержанием. Я считаю, что если мы сможем перенастроить избирательную систему, если там появятся команды, которые будут играть, эти команды как раз будут в большей степени заинтересованы в том, чтобы играть в долгую. Потому что когда у тебя есть какое-то имя, да, ты там, ну, условно, там, социалистическая какая-нибудь партия или еще какая-то партия, да, у тебя есть какая-то повестка и твои избиратели. И ты будешь держаться за них. И если сегодня там какой-то ваш президент приходит, там, садится, или премьер там, на какое-то кресло, но он привязан к этой фракции, и эта фракция влияет реально на формирование, имеет реальное влияние на формирование правительства, это уже наполняет реальным содержанием работу в парламенте. То есть эти люди реально влияют на что-то. В какой конфигурации, насколько они могут влиять, это уже другой вопрос. То есть там много всяких позиций возможно. И, кстати говоря, когда у нас часто почему-то любят обращать внимание на американский опыт, скажем, вот там, президентской формы правления, ну, во-первых, нужно понять, что это федерация все же в чистом виде. Соединенные Штаты — это федерация. Огромный пласт, огромный комплекс вопросов решается на уровне штата, да, и так далее, муниципалитета, и местное самоуправление, там реальное местное самоуправление. Да? Но даже в этой суперпрезидентской форме правления нужно понимать, что есть асимметрия. Например, Конгресс имеет возможность влияния на ключевые позиции в правительстве, там, типа Минфина и так далее. То есть там тоже есть такие тонкие настройки, которые вот большинству людей просто непонятны, неизвестны. Они думают, ну вот есть президент и есть. Нет, не совсем так. То есть и там точно так же этот баланс существует, но кроме этого, можно сказать, можно вспомнить последнего президента, который ну, разделил фактически страну, там половина сторонников, половина противников. Но если суд принимал решение не в его пользу,
Ничего он не мог с этим делать. То есть, ну, да, нужно понимать, что там есть реальная независимая судебная система. Это еще одна ветвь, в которой какие-то реформы произошли, но их нужно доработать, их нужно довести до ума, и нужно сделать так, чтобы наша судебная система была все более независимой. Я понимаю, что как бы... И в какой-то момент сложная судебная система власти может стать фактором стабильности. Но у всех должны быть свои роли, и никто не должен на чужой поляне играть. Соответственно, суд может, скажем, определить там, виновность, невиновность человека. Да? Суд может, там, ну, у нас сегодня Конституционный суд. Конституционный суд должен там, заниматься толкованием законов. Раньше у нас это делал парламент, например. Да? Парламент сам же принимал законы и сам же их толковал. Это не совсем верно. Ну и так далее. То есть это понятно, в теории это все очень легко как бы выстроить, но на практике, к сожалению, мы видим, что практика показывает, наша реальная жизнь показывает, что то, что даже с благими намерениями как бы делалось, оно не работает. Если оно не работает, то не нужно бояться это менять. Давайте мы поменяем, посмотрим, не получится, станет хуже, давайте откатим обратно, ничего страшного. Ну, весь мир так живет. Ну, ничего страшного в этом нет. Я, например, не вижу никакой проблемы в том, чтобы дать людям, скажем, на уровне местного самоуправления больше распоряжаться, там, скажем, какими-то ресурсами. Мы не говорим о каких-то глобальных вещах, так, перенастройки системы образования. Конечно, это все должно быть там, на уровне республиканском решаться. Но какие-то более простые вещи нужно отдать, не бояться отдать. Решать на месте. Да, у нас очень централизовано все. У нас очень централизовано. Давайте децентрализуем, давайте дадим людям возможность что-то делать. В нашем обществе, где часто наблюдается радикализация политических сил, умеренные позиции почти не представлены. Почему это так происходит? Политической поляризации общества я не вижу. У нас, как я сказал, так как нет политической элиты. Политические партии тоже, в принципе, у нас это как бы, да, числится, но в классическом понимании тоже политические партии нет. Поэтому мне сейчас трудно сказать, вот, что нету, потому что когда будет политическая оппозиция, политические партии действительно, да, которые уже выдвигают определенные задачи и цели для строительства абхазского государства, будущего абхазского народа, тогда мы можем говорить, какие партии, какие позиции умеренные, неумеренные. Один из моментов, связанных с издержками явными демократических систем, часто люди харизматичные, популисты оказываются наиболее востребованными. Наиболее востребованной оказывается такая яркая, напористая риторика, разные неосуществимые, но красивые формулы, которые продаются. Но это издержки. Я думаю, что это тоже зависит от того, что люди у нас все больше и больше начинают более трезво смотреть на эти вещи, потому что если вспоминать 2004 год, да, первые реальные альтернативные выборы, которые у нас происходили, когда у нас там целые семьи, люди расходились, там это прям вот ужас был какой-то. Да? Но сейчас люди, мне кажется, в массе своей все же намного более трезво относятся. Но это наши уроки, да. Я просто никогда настолько не очаровывался там ни одним политиком, чтобы прямо вот засыпать с мыслью о нем и просыпаться с мыслью о нем, и прямо вот, ну, мне сложно понять такую... Фанатизм, вот, да, как бы, да, некий фанатизм. Да. Но при Или этом, культ. да, этого фанатизма все меньше и меньше. И наши доблестные политики, многие, они сами настолько готовы разочаровывать своих сторонников, да,
искренне верящих в то, что вот мой-то придет, вот он точно сейчас мир перевернет, и Абхазия заживет совсем по-другому. Ну, как-то люди, мне кажется, более спокойно начали относиться к всем этим вещам. Вот в условиях абхазского общества не харизмат может стать лидером? Может стать лидером, если мы перестанем играть в игру, вот кто хозяин горы. Да? Если мы все будем опять сводить к выборам одного человека в стране, и этому человеку в руки будет опять падать вся власть, вот вся полнота власти, ну, это все будет продолжаться, и эта неустойчивость, и эта сменяемость посредством каких-то там катаклизмов, да, вот, порядков и так далее, это все будет нормой для нас и дальше. Если же мы перенастроим эту систему, то мы получим на выходе что? Мы получим намного более стабильную власть, любую власть. Почему? Потому что за каждой властью будет стоять большинство в парламенте. А что такое большинство в парламенте? Большинство в парламенте может состоять из разных сил. И кому-то нравится яркий популист, который говорит складно, красиво, но ничего потом не делает. Ради Бога, пусть идет голосует, но сегодня нет шанса у человека, который готов вот за эти разумные какие-то более что ли, умеренные силы голосовать, у него шанса нет. Его голос пропадает, его голос никому не нужен, потому что на финише всегда мы имеем то, что имеем. И если мы, например, перенастроим эту систему, то у каждого будет шанс проголосовать за свою какую-то политическую силу. И эта политическая сила будет представлена. Эти лидеры, может быть, не настолько яркие, но они какие-то разумные вещи говорят. Да? Они не склонны к популизму, они более честные, более содержательные. Я думаю, таким образом мы перенастроим систему. Это, конечно, не вопрос одного дня. Очень надеюсь, что мы сможем дожить до следующих выборов, спокойно их провести, но провести уже при новой конфигурации власти. Я очень на это надеюсь, потому что сейчас являюсь одним из членов комиссии по конституционной реформе, и там люди, представляющие разные спектры политических сил, разных, там сколько, 18 или 19 человек у нас. И у нас, в принципе, есть общее понимание, что такая перенастройка должна быть. И я надеюсь, что мы поработаем и предложим что-то, и это что-то будет иметь продолжение, изменения в самой Конституции. Может быть, какие-то законы будут дополнительно приняты, скажем, связанные с избирательной системой. Я надеюсь, наверняка. В Абхазии неспокойно, да, политические процессы у нас идут очень сложные, но неспокойно не только у нас вообще, хотя это не успокаивает нас на всем постсоветском пространстве. Но, может быть, мы не будем сюда относить страны Балтии, эти республики немножко по-другому развиваются. Нас что-то отличает серьезно от остального постсоветского пространства? В плане развития политического и политических можно процессов. Можно сказать, что мы все выходцы, да, из Советского Союза, и на нас действуют общие проблемы переходного периода от становления государства. Конечно, такие есть объективные и субъективные причины, в большей степени там очень субъективные. Но, конечно, я бы сказал что у нас есть вещи, которые отличаются от многих других народов бывшего Советского Союза. Я бы здесь не выделял бы отдельно прибалтийские страны. Я думаю, что почему? Допустим, если особенность, которая существует, которая отражает существование многовековой государственности. Это отличает. У нас существовала многовековая государственность, она проявляется везде. Давайте вспомним все те кризисные ситуации, начиная в начале 2004-2005 и так далее. И в дальнейшем эти кризисные, которые мы сегодня, в общем-то,
по-разному называем, что это было, каждый кто по своему усмотрению рассмотрит. Это общая оценка мы еще не делали. Переворот, не переворот. Да. Но общей оценки еще нет. Это. Я немножко по-другому рассматриваю ее. Ну, смотри, когда критические ситуации, когда складывались, ну, я думаю, что ты тоже заметила, легитимность власти испарялась. То есть власть никто не воспринимал. И на первый план выходили наши народные демократические традиции, наши многовековые, вот именно государственные традиции на абхазские выходили, и в результате именно на основе этих традиций решались проблемы. Мы не доводили до гражданского столкновения. Мне на самом деле всегда очень интересно следить за твоими мыслями. Это да, это никакой без лести говорю. Но у меня в то же время создается такое ощущение, что и без того сложные вопросы нашего бытия через призму твоего мышления они становятся еще сложнее. И поэтому их легче потом решать. Я хочу просто в конце спросить, оптимизм на нашем пути пока еще есть? Дело в том, что я вообще не говорил бы о этих проблемах, если бы не видел бы пути выхода и оптимизма, если не было бы оптимизма. Потенциал у нашего народа огромен. Я еще раз говорю, что дело не в количестве народа, не в количестве, а в потенциале, а в силе духа. Огромное значение имеет. Мы сильны духом. Это не обязательно весь, стопроцентно весь народ должен решать. Да, вот когда характерная черта абхазского народа, не только абхазского, вообще северокавказцев, да, горских народов Кавказа, когда во главу угла стоит: ты умрешь или будешь холопом. Да? Или, допустим, да, ты, Гурам, да, почему или горские народы Кавказа? Вот скажи, пожалуйста, народы Кавказа, мы кавказцы есть народы Кавказа, а кто еще кавказец? Я согласен. Кто не горский кавказец? Я согласен. Вообще исконно кавказцы. В научной литературе сегодня народы Кавказа, они исконно кавказские народы. Да. Это абхазы, адыги, чеченцы, ингуши, дагестанцы. Это исконные кавказцы. Да, да? согласна. Просто вот этот, чтобы люди понимали, мы говорим горские народы, хотя это исконно кавказские народы. То есть у нас что происходит, когда, почему люди все удивляются, почему в XIX веке ясно было, что там это огромная империя, что невозможно, но воевали потому что во главу угла стоит честь и достоинство. Когда вопрос стоит «ах-диахемцах», это всегда определяло нашу судьбу в прошлом и сегодня определяет наше будущее. Поэтому вот это та сила духа, которая, да, вот как, я не знаю, и мы живем этим. То есть мы не можем это измениться. То есть это генетический код, там, да, характер наш. Если мы изменимся, мы уже не будем абхазами. То есть мы не будем другим. Вот как у каждого народа у нас есть свой путь, своя миссия. Каждый народ имеет. Наша миссия — раскрыть принципы Апсуара, раскрыть потенциал абхазского народа через принципы Апсуара, строить независимое государство, создать условия для всех жителей, которые здесь равные условия, да, начать жить комфортно. Ты есть кавказский, абхазский идеалист. Нет? Идеалисты строят государство. Всё. Идеалисты. Спасибо. Мне кажется, в свое время Надя Венедиктова, она такое сравнение сделала. Сказала, что вот если там грузинская демократия — это голландская роза, которую активно и много удобряют там, и так далее, там страны Запада, то абхазская демократия — это такой горный цветок, который растет, прорастает сам по себе. И этим он ценен тоже. То есть, в общем-то, во многом наша демократия, она вопреки всему. Это наш осознанный, осмысленный выбор. Мы его сделали, и я считаю, что это очень важно и ценно.
И мне кажется, это очень жаль. Часто, когда вот слышу после очередных выборов все эти товарищи, там, представляющие там, НАТО, еще там, какие-то структуры там, или Грузию, которые говорят, мы не признаем выбор. Но это странно и глупо, потому что вы можете не признавать нашу независимость. Ради бога, ваше право это делать. Но не признавать выбор людей, которые здесь по факту живут и выбирают кого-то, как это так? В общем, я так понимаю, что на экспертном уровне все же люди многие отмечают. И это для нас очень важно и ценно, и нужно это понимать, что отношение к Абхазии во многом складывается через то, насколько мы чего-то добиваемся. Вот электоральная демократия – это наше реальное достижение. Как наполнить реальным смыслом, как сделать так, чтобы от того, как мы выбираем, потом происходили какие-то реальные позитивные изменения в стране, это все зависит от нас. В конце концов, 5 лет. 5 лет достаточно для того, чтобы любой политик, государственный муж, деятель проявил себя, и мы могли бы сказать, да, дружище, оставайся еще на 5 лет, либо сказать, нет, иди домой. Я думаю, это неплохо. Это лучше, чем если бы мы имели несменяемую власть десятилетиями. По словам одного американского политолога, демократия – система, при которой действующие политики проигрывают выборы. Однажды, когда это произошло с нами, проигравшие не приняли эту реальность. С тех пор общество сковано расколом. Как неизбежность ждем оттепели. Апсуарумья. На сегодня достаточно.